Журналисты отметили столетие Коми-печати. Отчет юбилейной дате когда-то сдала газета «Зырянская жизнь». Общественно-политическая многотиражка в начале прошлого века выходила раз в 2 недели. От нее ведут свою родословную «Красное знамя», которое сегодня существует только в виде сетевого издания, и издание на втором государственном языке Коми-му. Впрочем, принято считать, что «Зырянская жизнь» проложила начало всей нашей журналистики, поэтому столетие отмечают не только печатники, но и более поздние в появлении радио, телевидения и интернет-агентства. Лучших представителей отрасли глава Коми отметил госнаградами и благодарственными письмами, поддержав идею, озвученную на уровне президента, ввести почетное звание «Заслуженный журналист России». Сейчас наших уважаемых коллег награждают либо как заслуженного работника культуры, либо как заслуженного связиста, что не совсем соответствует тому, что на самом деле делают журналисты. Это важно прежде всего для ветеранов отрасли. Решением президента Российской Федерации, как вы знаете, впервые будет введено звание «Заслуженный журналист Российской Федерации». Я уверен, что среди сотрудников, ветеранов, которые сегодня находятся в том числе в этом зале, по достоинству будут отмечены наши коллеги. И я думаю, что мы еще не один раз и на этой сцене, и на других вручим соответствующие удостоверения заслуженных журналистов России. Сегодня в Коми о событиях в республике и стране рассказывают и показывают 150 средств массовой информации. Перед ними стоит та же задача, которая была и 100 лет назад – рассказывать жителям, чем живет регион. Елена Кононова продолжит. В Тулупе с запасом дров на случай поломки, на снегоходе за 170 километров. Так в 70-х. Иногда приходилось доставлять свежий тираж газету «Осинская новь», вспоминает Ренгольд Бихерт. В закромах акул пера истории о журналистской романтике найдется столько, что роман можно писать. Впрочем, и нынешним журналистам приключений хватает. Екатерина Макарова, например, вспоминает, как однажды в полях Усть-Вымского района искала голодающих коров. Говорит, во время погони за жареными фактами всякое случается. Когда начинаешь писать, тебя это заглатывает полностью. Ты уже не можешь без этого. В отпуск выходишь и по привычке везде слушаешь. О чем говорят люди. В автобусе едешь – слушаешь. К родственникам в деревню едешь – тоже слушаешь. И уже не можешь остановиться. Руки чешутся, надо писать. Валерий Черница с журналистикой заболел еще будучи школьником. Свою первую статью опубликовал в «Красном знамени», учась в 10 классе. Тогда он уже не сомневался в выборе своей будущей профессии. Репортерскую карьеру начинал в золотые годы, вспоминает газетчик. Перестройка, гласность, много аналитики. Именно аналитики Черницыну сегодня и не хватает. Я испытываю дефицит в хороших, качественных аналитических материалах. Сейчас, конечно, вот именно скорость жизни, темп ее, опять же, наличие тех же соцсетей, оно просто объективно ускоряет саму работу и не оставляет места для серьезной аналитической работы. Вот. Мы живем в постоянном потоке новостей, мы барахтаемся, захлебываемся буквально. Вот. И тогда так чуть-чуть хотя бы посидеть, вздохнуть, как следует, почитать что-то серьезное, переварить, это очень важно. Сегодня все большую популярность обретают электронные СМИ, и в этих условиях слову печатному приходится нелегко. Впрочем, в сельских муниципалитетах жители предпочитают узнавать новости по старинке, из периодики. Если издание вовремя не приходит, люди начинают звонить в редакцию. Районные газеты держатся. Они ближе находятся к читателю. И сельчане всегда выписывают. Даже если тираж небольшой, нужно цифры умножать на 3. Например, пенсионер выписывает, а читает всей семьей или даже несколько семей. Кто-то читает в библиотеке, к соседям ходит. Поэтому газетчики уверены, бумажные издания проживут еще не 1 год. И задача репортеров – как можно больше рассказывать про жизнь района, села и его людей. Это то, что всегда интересно местному читателю. Елена Кононова, Василий Янин, телеканал Юрган.